Коми не только по легендам жили вплоть до Котласа. Котлас назывался Пырос, это значит вход в Пермскую землю. И Стефан Пермский начал свою миссию православную именно с Пыроса, то есть вот со входа. Говорится прямо, кто хочет ехать в Пермь, нужно плыть по Вычегде вот до впадения в нее в Ими. То есть очерчивается практически территория Перми. И поэтому я называю вот эту Пермью Вычегодской. По мнению ученого-фольклориста Павла Лимерова, народ Коми обрел свое название только после крещения, и то не сразу. Если до смены веры он так и назывался Пермь, то сразу после принятия христианства предков Коми стали называть по принадлежности к бассейнам рек. Были пермяне, стали там цесаляне, или там вычегжане, там, или еще какие-то. А в дальнейшем они как бы образовались в народ Коми. Если мы возьмем фольклорные какие-то данные, то прежде был народ Чудь, а после крещения Чудь ушла в землю, а те, которые крестились, стали Коми. Что такое чудские ямы? Что это? Ямы, оставленные чудью. А как они возникли? Когда раздался звон колоколов, то чудь, не желая принимать чужую веру, подрубила столбы своих землянок и заживо ушла в землю. Это все кладбище древних Коми. Но на Нижней Вычегде, на Яринге, это вот Ленский могильник, там действительно я раскопала погребение на столбах. Там стоят деревянные столбы. Но, наверное, был какой-то носил или помост, на котором был погребенный, умерший, покойник. Затем разжигали костер. Столбы, соответственно, сгорали и обрушивались. И все эти кости падали вниз. И на дне масса костей, причем ни одного человека. Вот, то есть легенда, она имеет какую-то реальную почву. Сам по себе процесс этногенеза, формирования народа, это вопрос не только исторический, это вопрос еще и философско-религиозный. Поэтому мы говорим, что любой народ, в том числе и Коми, а может быть в особенности Коми, или еврейский народ, если мы посмотрим, что такое еврейский народ, то выяснится, что ключевая вещь, которая объединяет народ, это его религия, иудаизм. Значит, также точно есть Коми народа. Павел Лимеров приводит пример древнерусское государство. Оно сформировалось, когда князь Владимир крестил разные народы в христианскую веру в границах Киевской Руси. Это были племена славян, дриговичей, полян, словень, а также финно-угорские и тюркские племена. По этому же принципу формируется и коми-этнос как таковой. Появляется христианство как такая объединяющая религия, и Стефан Пермский как народный лидер. Эти, понимаете, видимо, сложились такие условия к тому времени, к XIV веку, когда была необходима модернизация этноса. Он образовал епархию, он крестил Коми, вот этих вот чудь, да, которая, или Пермь, которая стала называться после этого Коми. Он их крестил, он им дал новый тип культуры земледельческой после крещения. Он их не только крестил, но он еще и определил административную территорию. Он определил административные границы этой епархии. Стефан добился того, что Пермь-Вычегодская присоединилась к Москве, но на определенных условиях. Были обозначены ее границы, которые стали не только географическими, но и лингвистическими. Началось формирование языка, похожего на современный коми-язык. Одним из условий присоединения Коми к Москве стало признание статуса пермского языка. Он стал литургическим. На нем стали проводить богослужения. Он признан в качестве литургического наравне со славянским, как минимум.
Ведь литургических языков было не очень-то и много. Это славянский с 9 века, с помощью Кирилла он стал таким. А вообще таких священных языков всего 3. Это латынь, это греческий и иудейский языки. Да? То есть пермский язык обретает статус на уровне вот этих 4 языков. На народных языках богослужение было запрещено проводить. Получается, что Москва или Русь в лице Москвы признала пермский язык в качестве литургического, то есть равного по значимости славянскому, греческому, иудейскому и латыни. Далеко не всем финно-угорским народам удалось сохранить свой язык. Так, по мнению ученых, на территории нынешней Архангельской области на Северной Двине проживал народ Чудь-Заволочская. Начиная с XII века их колонизировал Новгород, но не сразу. Славяне вливались маленькими колониями, смешивались с финно-уграми, образовывали здешние племена в русский этнос благодаря религии и земледельческой культуре. Есть такая фраза в Двинском летописце. Они были заволоческая чудь, а после того, как их крестили, они стали двиняне. То есть уже в XII веке двинские жители, они стали православными и русскими. Вот, кстати говоря, данные изучения генома по вот современному русскому по культуре населению, положим, Архангельской области, показывают, что генетически они финны. Просто полностью культура поглощена русской. Пермская епархия, обоснованная в Усть-Выме, начала развиваться. На Вычеге в устье реки Вымь вырос владычный городок. Были построены церкви и оборонительные сооружения. Стефан создает пермскую азбуку, открывает первую школу для подготовки священнослужителей. Усть-Вымь становится административным и религиозным центром огромного края, можно сказать, форпостом Москвы на северо-востоке Руси. И епархия называлась Пермской. Все епископы, которые были здесь, они назывались пермскими епископами. И потом, когда Вологду присоединили к Усть-Выме, они, вологодские епископы, назывались пермскими и вологодскими. И только где-то с конца 17 века они стали именоваться вологодскими и пермскими епископами. Не Пермь присоединили к Вологде, а Вологду присоединили к Перми. И наши усть-вымские епископы были самыми главными. По мере того, как Вологда приобретала какие-то параметры большого города, близкого к Москве, наши епископы стали уезжать туда. Для того, чтобы все это продолжало, вот это стефановское дело, надо было родить, так ведь? А все епископы после Стефана, они вряд ли были коми, они назначались, и поэтому со временем просто литургический коми сменился на литургический славянский, вот и все. Если еще Филофей, он как бы обозначал, да, себя, Филофей там писал пермскими буквами, это 6-й епископ, то все остальные мало уже знали иконный язык и мало родили о том, чтобы он был богослужебным. Очевидно, тогда и вот где-то исчезает и письменность с пермскими письменами. Несмотря на то, что Пермь Великую, которая располагалась на Верхней Каме, крестили на 100 лет позже Перми Вычегодской, ее название сохранилось. Оно закрепляется за краем, за новым городом Пермь. Название же Пермь-Вычегодская пропадает примерно в XVI веке. Тогда, в связи с образованием русского царства, появляются новые административные единицы – уезды. Значительные земли современной Коми вошли позднее в состав Архангелогородской губернии, а затем Вологодской. Но несмотря на это, начиная с XVI века происходит постоянное расширение этнической территории Коми. Бывшие пермяне осваивают бассейн Печоры. Вымичи, идарчане, северно-великороссы и ненцы образуют коми-ижемскую народность. Своеобразие ижемцев проявляется в том, что на них очень сильное влияние оказали ненцы.
И так это проявляется и в том, что они занимаются оленеводством. Ижевских коми называли евреями тундры, как известно, но это особая ижевская группа коми-зырян, своеобразная, самобытная, очень интересная. Начиная с 17 века, коми, вытесняя вагуличей, обживают Верхнюю Вычегду, основу деревни на землях нынешних Карткеросского и Ускуломского районов. Появляется поселение Пожег, Устнем. После революции в 1921 году коми народ был снова объединен официально. Из восточных частей Архангельской и Северодвинской губернии РСФСР была образована автономная область коми-зырян. В 1936 году область была преобразована в Коми-ССР, автономно-советскую социалистическую республику. А после развала Советского Союза в республику Коми в составе России. Но история не стоит на месте. Народ коми наверняка ждут изменения. Какова его дальнейшая судьба? Если мы будем понимать народ как личность, ну, такого очень высокого порядка, а мне кажется, что это так, то, наверное, мы сможем представить, что несмотря на промышленную революцию, несмотря на глобализацию, несмотря на многие вещи, во многом судьба личности, она ведь зависит от его внутренней воли. Значит, она имеет, эта личность, очень серьезное основание повлиять на свою историческую судьбу. Потому что если Творец или Господь Бог предположил для каждого народа вот какое-то свое место на земле, то это не значит, что он тем самым предопределил судьбу этих народов. Тут, мне кажется, как у человека есть свобода воли, так и у народа тоже есть свобода воли, мне так кажется.